Вот я взял, чтобы не забыть, на бумаге немножко запечатлел. Вот эта заповедь, которая называют Трехозерной, начиналась, где вот сейчас пятый барак, называемое место, и заканчивалась, где была заправочная станция в Трехозерке, где катера заправлялись. Пятый барак был двухэтажный, и проживало в нем только спецпоселенцы одни. Там были немцы, украинцы, литовцы. Вот. А потом сперва был только в нижнем этаже жили, потом оборудовали второй этаж, и на втором тоже жили. Третий барак потом, третий барак это за Шардополоем, который находится у нас, был на острове. Он был одноэтажный, проживали тоже спецпоселенцы. На левом берегу Шардополоя был, на той стороне. Через Вычегду тогда, в местечке Ласта, был перевоз, и даже круглосуточный перевоз был. Это сделали землянку, и там переводил Зыринг, такой мужчина литовец, такой здоровый мужик. И вот придешь... Как фамилия? Зыринг. Зыринг. И вот придешь, если ночью, бывает там и на работу, люди бывало, надо добираться. Покричат, он перевезет, и через Сысолу второй перевоз. На лодке, да? Да, на лодке. А через Шардополой перевозил у турки Анатолий отец, Ардальон. Он перевозил. На том месте, где современный цех РММ, был 72-й барак, двухэтажный, в котором тоже жили, и был кинозал на втором этаже. Я еще помню, мальчиком ходил туда, кино тоже смотрел. Это какой год был? Это, 70, когда было? Да, какой год это примерно? Так у меня это же фактически и второй кинозал, летний кинозал был летняя столовая, которая, где раньше был склад, первый склад то был. Вот в том месте примерно была летняя столовая. Там и летом кино крутили, и приезжали из Москвы, даже один концерт из Москвы приезжали. Я помню, Лилипут на столе так крутился, всякие показывал, акробатические номера показывал. Кстати, вот в этой книге Бориса Бедного об этом концерте написано. Есть да, да, в рассказе «Тяжелый воз». Вот потом я вам дам почитать эту книгу, посмотрите. Но этот барак тоже потом сгорел. Так, это же... Потом было подсобное хозяйство. Вот где сейчас вот дом, столовая это была, здесь жилой дом. Примерно в том месте была теплица даже была. Теплицу сделали, выращивали огурчики для подсобного. Это было как подсобное хозяйство, сами люди работали там и себе на стол попадали вот эти продукты. Ну вот это примерно какой год? Вот вам сколько Так, лет вот я было? говорю, это был сколько тебе было? 40. В 45-м ты приехал? 45-м мы приехали, где-то 46-й уже вот это было, 46-й год где-то, да. Да. Подсобное хозяйство, и оно было, тянулось почти до 5-го барака. И здесь мы все же голодные были. А если слишком голодный, там не спрашиваешь, пойдем репки нарвем, и никто особо-то и не ловили. Репы, много ли пацан съест, одну-две репки съест, и ему уже хорошо. Или турнепс выращивали. Вот почти до 5-го барака все эти огороды были. А здесь, где столовая и где пекарня-то у нас, в этом месте был огород тоже подсобный. Я еще помню, тоже, чтобы подрабатывать, и заставляли там детей, надо же кому-то окучивать. И вот мы, дети, окучивали. Этот Казаков Марс Алексеевич, тут фотокарточки-то есть, ты его знаешь Да, уже. есть. Вот он одной рукой показывал нам, как правильно окучивать, так высоко окучит красиво. Вот делайте так, как я показал вам. Вот так вот пацанами мы работали.
Так. Вот, да, потом жили мы потом в землянке, вот где клуб находится, немножко, где стены кончаются, где-то в том месте был, или может быть где стена, та, которая к прошлому, там у нас землянка была, мы с матерью там жили, и это уже было позже. Я из этой землянки ходил в 5 класс. Это было уже, значит, тогда в 5 класс, 51 год это уже было. Еще в землянке мы жили. 5 часов встаем, позавтракали и идем на перевоз. Одну речку переплывем. Первые, кто придут, перевозчик обратно сюда едет, чтобы следующих взять. Мы идем, на Вычегду переплывем, а потом уже и через Сысолу. А на Сысоле там такие большие лодки были. И главное, что кто гребет, тому бесплатно. Да мы человек по 10 за весло держимся. Лишь бы бесплатно переехать. И вот 21-ю школу, 5 класс, мы ходили туда. А потом 6 класс уже пошли, кто-то пошел в Сеткиркач, в основная масса, а вот некоторые, вот Кисель Иван, друг-то у меня, он так остался в городе, так и 7 класс там и закончил. Понятно. Слушай, а в землянке он на той стороне. А? Была яма такая, как землянка. И тут еще на этой стороне тоже Ну, я... это в Шанхае. А? Где Шанхай? Ну, на той стороне уже. А почему Шанхай? За речкой? За речкой, да. Даже как-то я прила, землянка стоит, уже скрытая. И в землянке вот такая зеленая лежанка вроде высоко. Это, наверное, баловались. Это мы, я помню, детьми были, да, сами копали даже землянки в 3-м бараке. А тут была тоже яма, похожа на землянку. Так, а было вот где находится сейчас наша баня, там в том месте примерно у Муравьевых, Александра Муравьева родители землянки жили, перед тем, как перейти в тот дом, который у них Я сейчас. приехала, там у нее уже. Уже не было, да? Уже здесь жили. Вот, а там была землянка. Я же сюда ходила на работу, а за Панитентьковской жила 6 лет. А ты в Ходила Зятиковской сюда. жила? А я тут ходила на работу сюда, 6 километров пешком туда и сюда. Мария, тут Мария насчет Васильевна, ветер- это еще 47-й год рассказываем пока. Ты же позже приехала. А вот насчет ветерана тут вопрос есть. Да, я, да. я вот Казакова помню, Марса Алексеевича, он с самых детских лет. Вот его я хорошо помню. А потом здесь смотрю, у тебя уже там есть Про фотокарточка. этого, у кого ты жил, старший инженер, Ленин, Нет, это жил-то Ярагин. Ярагин. Это тут спрашивается, кто Ярагин, наверное. Ярагин. Да, а не Это Герагин. у них они были как... Директором был даже. Нет, он не директор. Не, ну, каким-то он таким был начальником. инженером. Вот. Он инженер, Да-да-да, и до такой. самого конца он такой образованный. Подарил Потом, энциклопедию Евгению Ивановичу. когда А я тогда в Запане жила. вообще, Сюда ходила на работу. Пешком. а первый начальник, это Машина-то не Одинцов был у нас. Одинцова вспоминаю, Одинцов. да. Так я Даже там сейчас жила. забыл, как его А сюда звали-то. И работать он в утонул. Тут я Ты слышала, наверное, через Вычегду на лошади скакали. Разбила ворога. И утонул, и вышел по на берегу эту сторону, Зима была. выплыл и замерз, туда. не смог дойти до дома. А, они провалились. Да, Провалились под туда же прямо по Шардыполою, по речке, по Вычеге, мимо Ласты, вот так и дорога была, прямо в город скакали на лошадях. Интересная была жизнь, конечно. Потом ты И вот- еще Митюшов или какой? А? Митюшов еще А начальник. потом
вот Митюшова я не помню, какой Вот, он. между прочим, Митюшов, вот этот Митюшов, он дружил как раз вот с писателем Борисом Бедным, а вот они дружили. Вот я не помню, кем он работал. Вот знаете, он работал, вот тут у меня есть газета, вот как раз вот посмотрите. Ага. Ну потом я вам покажу. Ладно, потом посмотрим еще. Значит, у него жена была врачом. Не помню, должность фельдшер или врач, но она такая образованная, очень эрудированная женщина. Я еще на прием, помню, ходил. Вот здесь было полдома была пекарня, а полдома был медпункт. Это который дом? Так вас мало? Вот где у нас магазин Днем рождения стоит, тебя. вот там и была пекарня пополам и медпункт. там был. Подарок. Платочек да теплые носочки. Вот ты да, Фатима, дай вам тебе здоровья. Так. Он, Ну вот потом, ну, видишь больше, меня, что ты на это, платочек больше подарила. особо-то ничего, конечно, воспоминания то всякие есть, но Где она живет? Меня так, Эльзбановна. кто присутствует, что-нибудь еще, может быть, скажут про своих родителей. Вот Нина, наверное, может рассказать, Про как, родителей? да, когда они здесь приехали. Я Они помню, когда-то он после войны сразу. сразу после войны, да? Вот сплав тут начался, да что тут же было. Конопаткой занималась мама. Да, нет, когда в 84 году я у твоей мамы брала интервью. Она все подробно рассказала. Оно в записи есть. Когда в следующий раз соберемся, я вот как раз воспоминания этих людей, которых уже нету, я вам о них расскажу. Это- Вот там это тоже, интересно. да, там очень много. И вот это, как раз вот вы сегодня столько интересного рассказали, что вот действительно большое вам спасибо. Вот.